Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода». Добрый вечер. Международное сообщество «Мемориал» опубликовало базу данных почти 40 тысяч сотрудников НКВД эпохи Большого террора. Нужно ли знать имена палачей и их подручных? Как эта информация влияет на настоящее? Об этом мы сегодня поговорим с бывшими российскими политзаключенными. Александром Подробинником. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Николаем Кавказским. Добрый Николай. вечер. Александр, вы помните своих тюремщиков? Ну, следователей, прокуроров, судей, да, помню. Тюремщиков тоже, особенно плохих. Вот почему надо помнить их? Ну, вы знаете, здесь есть некоторая разница между, скажем, моими тюремщиками и теми тюремщиками, список которых опубликовал «Мемориал». Потому что тем тюремщикам уже 70 лет как исполнилось тем событием. А мои все еще живы. И поэтому есть, так сказать, есть некоторая диспропорция в этой памяти. Конечно, вообще правду знать полезно. Вообще правду. 100 лет назад это было, 1000 лет назад это было, или 10 лет назад это было. Это всегда полезно. Весомость и ценность ее, правда, разная. Но в одном случае это ценно для истории, в другом случае это ценно для политики, для текущей, в каких-то случаях просто для самоощущения, ощущения справедливости. Но в любом случае это вещь полезная, и то, что сделал «Мемориал», это, конечно, замечательное, с моей точки зрения, замечательное событие. Николай, а вот ваши, так сказать, в кавычках, палачи, они понимали, что суд истории для них неотвратим? Я думаю, что нет. Я думаю, что они полагали, что этот режим вечен, и что они всегда будут на этих ролях. Но, опять же, я тут соглашусь с Александром о том, что эти люди, они как бы еще живы, и хотя и многие из тех, кто, ну не многие, но часть из тех, кто были тогда, может быть, кто-то еще и жив, и я считаю, что за преступления, которые совершались при сталинском тоталитаризме, вот те палачи, которые были тогда, они должны быть привлечены к уголовной ответственности без срока давности, так как привлекают сейчас людей, виновных в преступлении нацизма. Для меня период сталинских репрессий, сталинской диктатуры и режим Адольфа Гитлера – это равнозначные явления. И потом, если мы будем помнить, что совершалось тогда, если мы будем знать этих преступников, которые в советское время издевались над политзаключенными, устраивали массовый террор, то, может быть, и сегодняшние сотрудники репрессивных органов задумаются об этом, о том, что когда-то придет их черед отвечать за пособничество в преступлениях, за преследование инакомыслящих. Ведь, по сути, у нас продолжается тот ГУЛАГ. И история с Ильдаром Дадиным для многих открыла глаза на то, что пытки заключенных, на то, что издевательства, провоцирование других заключенных подконтрольных администраций для того, чтобы они нападали, вот как история вот с тем же Ильдаром Дадиным, на него сокамерник напал. Ведь и еще Солженицын писал, что были тогда социально близкие элементы, которые использовались для давления на политзаключенных. Все это есть сейчас, и полная аналогия. И если мы будем помнить и о тех преступлениях, то, возможно, задумаются об ответственности и не будут думать, по крайней мере, о том, что их смогут привлечь к ответственности нынешние. Такое воспитательное значение имеет. Да. Ну и в любом случае ответственность за преступление обязательно должна наступить. К нам присоединился Никита Петров, член правления «Мемориал». Никита, вот было два периода, по-моему, хрущевского или горбачевского, когда можно было своих следователей привлечь к ответственности. Многие ли зэки, реабилитированные этим, воспользовались? Ну, на самом деле не совсем так. Дело в том, что в хрущевский период привлечением следователей к ответственности занимались то, что называется органы прокуратуры, которые занимались реабилитацией, которые проводили соответствующие проверки, и единицы следователей были привлечены к уголовной ответственности.
По большей части, конечно, речь шла об административной ответственности, об увольнении, о лишении пенсий, званий. А всего при Хрущеве вот вместе с Берией, вместе с теми процессами открытыми, которые были над сталинскими руководящими чекистами, всего было привлечено не более 100 человек ответственности. А при Горбачеве как раз этого совсем не делалось, потому что полагали, что достаточно времени прошло, и я не знаю ни одного случая, чтобы какого-то следователя времен Большого террора или поздних сталинских репрессий всерьез пытались привлечь к ответственности. Публикации были и в московских новостях, и в ряде других журналах. Действительно печатались такие имена, как, там, я не знаю, Хват, который вел дело Мамы Вавилова, Литкин. Ну, довольно много публикаций на эту тему было, но, по крайней мере, никаких попыток привлечь их к ответственности не было, потому что здесь КГБ стояло насмерть, и КГБ времен Крючкова говорило, что, вы знаете, срок давности уже миновал. Спасибо. Александр, а вот был какой-нибудь тюремный фольклор, как вот выходишь на свободу, привлекаешь своего следователя, какие-нибудь были такие байки, что вот какие-нибудь зэки старые рассказывали со времен там ГУЛАГа? Ну, я помню, в 60-х годах бабушка моя лежала в больнице старых большевиков, она была старым большевиком. 60-я больница такая наша, энтузиастов была. Вот. И там встретились в палате зэк и следователь. И тот, который был зэком, он, конечно, страшно негодовал, его пытали, ему там били молотком по суставу, выбивали, по-настоящему издевался. Вот тот самый следователь, который с ним оказался в одной палате. Он писал в комиссию партийного контроля, ну там долго лежат, месяцами там лежат. Еще куда-то писал, никакого эффекта не было, ничего. Это было на 8-м этаже, это отделение, он его выкинул из окна. Ночью, зэк. Да? Нет, днем. Выкинул. Насмерть, да? Да, конечно. Вот так вот справедливость, может быть, и восторжествовала. Давайте дадим слово Елене Масюк, моей коллеге, бывшему корреспонденту НТВ. Елена, добрый вечер. Добрый вечер. Вот отчасти ваша работа в общественной наблюдательной комиссии, она же сводилась к тому, чтобы разоблачать садистов, тюремщиков и вертухаев. Правильно ли я понимаю? Ну, я бы не сказала так уж совсем садистов. Так вплотную нам с этим не удавалось, к счастью, сталкиваться. Но были случаи, когда заключенных специально помещали в так называемые пресс-хаты, помещали, например, по экономическим статьям в камеры, где находились только одни кавказцы. Например, это известная очень вещь в «Матросской тишине». Есть корпус, где туберкулезный корпус, а на первом этаже находится просто в страшном плохом состоянии камеры. Они очень темные, там фактически нет дневного света, такое полуподвальное помещение, не хватает мест для заключенных, они плетут такие гамаки между вторым ярусом кроватей. И там действительно такая вот настоящая пресс-хата. То есть там находиться, ну, просто там в течение нескольких минут тяжело. А представьте себе, когда это славянин находится там по экономическим статьям с кавказскими людьми, у которых есть определенная поставленная перед ними задача, что с этим заключенным нужно делать для того, чтобы он был сговорчивым, чтобы он пошел на сделку со следствием и так далее. Или это делается, например, для того, чтобы помещаются такие условия, где плесень, где, например, не закрываются окна, где протекают камеры. Например, банкира была такая история, когда его поместили в бутылке в такую камеру. Это было под Новый год, был сильный мороз на улице, а я повторилась еще раз, что не закрывалось окно в камере. Сырость капала все с потолка по стенам и так далее. И это было сделано специально для того, чтобы из родственников выбить деньги за то, чтобы просто человека вернули в ту камеру, в которой он был до этого. Но доказать и привлечь таких сотрудников крайне тяжело, потому что все, к сожалению, повязано. Следствие, прокуратура по надзору и сотрудники все. А это все работает в одной упряжке, потому что понятно же, что когда помещают в такие условия содержания, то должен быть контроль
стороны прокурора по надзору. Но сколько раз я наблюдала, какие прекрасные отношения у таких прокуроров, когда они приходят, сидят, пьют чай в кабинете у начальников изолятора, и вместо того, чтобы идти в камеры и проверять условия содержания. Лен, скажите, а вот вы пытались когда-нибудь привлечь к ответственности кого-нибудь из людей, практиковавших пытки? Понимаете, здесь надо установить этих лиц конкретно, но сотрудники изолятора не представляются заключенным. Они крайне редко представляются членам ОНК. То есть просто мы не обязаны представляться, и все. Поэтому с точки зрения того, чтобы привлечь, по крайней мере, нужно знать имя, фамилию и должность этого человека. Привлечь за пытки не удалось, по крайней мере, на моем опыте работы в ОНК. Но когда мы ездили в СПЧ, например, в колонии, где сидела Алехина в Березниках, то нам удалось, по крайней мере, в результате нашего там пребывания, сняли начальника изолятора и так далее. Но я хочу сказать, что ведь не только пытки, а есть еще вымогательство денег, есть еще не только когда эти применение силы со стороны, ведь это редко, когда силу применяют, по крайней мере, в московских СИЗО сами сотрудники, а это делается руками заключенных, как, например, в колонии это якобы несуществующие отряды, как же они называются, эти отряды? Вот что-то мне подскажет. Дисциплины и порядка. Да, сектор дисциплины и порядка. Да, они официально не существуют, но они есть. И то же самое происходит и в СИЗО. Что касается СИЗО, например, 4, то, в общем, это такая, я считаю, моя большая победа и моя заслуга. Я могу об этом говорить и гордиться тем, что все-таки удалось в СИЗО-4 переломить эту ситуацию, в СИЗО-Медведь, когда действительно криминал был тесно связан с сотрудниками УФСИН по Москве, и вымогались деньги, избивались люди, было много просто погибших людей, якобы это были суициды, на самом деле это были убитые люди, и сейчас рождено большое уголовное дело по 4-му изолятору, и его ведет Следственный комитет, и я надеюсь, что все-таки все люди, которые причастны к вымогательству, к избиению, к суицидам, к убийствам, они все действительно будут наказаны, и их ожидают большие сроки. Спасибо, Слава Николаю. Да, вот я хотел сказать, я как сотрудник правозащитной организации Комитет за гражданские права тоже работаю с обращением осужденных, заключенных, которые подвергались пыткам. Ну, в основном все пытки происходят у нас в полиции, но есть часть, которая происходит в СИЗО и колониях. Я думаю, что за несколько лет в моем производстве было больше сотни таких обращений, и ни по одному из них против сотрудников, которые применяли эти пытки, не было возбуждено уголовное дело. В лучшем случае, в некоторых случаях прокуратура отменяет вынесенное следствием постановление об отказе возбуждения уголовного дела по факту применения пыток, но дальше следствие опять выносит такое же аналогичное постановление, и это продолжает тянуться. Это в лучшем случае, а в худшем просто никто ни на что не реагирует. Да, ведь, вот, Александр, было же дело Магнитского, там все известно, кто его пытал, и они все живы. Ну да, вот только по таким делам, как дело Магнитского, что-то может измениться, потому что они были под судом, там какая-то врач-гаусс какая-то, всех реабилитировали. Да. Теперь они в ОНК состоят, те люди, которые убивали Магнитского. Бывший директор тюрьмы, да. Да, он теперь член московской ОНК. Я думаю, что единственная возможность хоть как-то создать угрозу для них... Выбросить их из окна. Нет, это было бы слишком легко. Но единственная возможность – это наказывать тех, кто был повинен в прошлом. Они должны понимать, что в будущем их, возможно, ждет наказание. Но на сломе эпох, когда кончился коммунизм и началась демократия, таких процессов не было. И это был залог того, что мы вернулись к прежней системе. Если бы тогда
посадили людей, которые принимали участие в незаконных действиях, незаконно выносили приговоры, незаконно сажали диссидентов, гноили людей в психбольницах. Если бы такие процессы состоялись, нынешние следователи, может быть, крепко задумались, прежде чем фабриковать новые дела. Да, ну, я еще хотел сказать, что нужен, возможно, был суд и над самой политической системой тоталитарной, которая была при Сталине, и в последующем, по примеру денацификации Германии. То есть действительно должен был быть такой масштабный процесс, и действительно нужна десталинизация России, потому что сталинизм, к сожалению, сейчас набирает все больше обороты. Многие там говорили: о, зачем вы занимаетесь борьбой со сталинизмом, это ушедшая историческая эпоха, это сейчас не актуально. Актуально. Сейчас сталинизм возрождается, поднимает голову, Сталин становится национальным героем России, ему ставятся везде памятники, и его обожатели находятся и во власти, и даже в так называемой оппозиции, если мы берем КПРФ. И с этим надо бороться, надо признать преступным сталинизм, осудить тех, кто еще остались живы, тех палачей, и проводить пропаганду, направленную на десталинизацию. Это действительно очень важно, на мой взгляд. Вы знаете, в чем разница? Дело в том, что денацификацию в Германии проводилась под руководством оккупационных войск. Это были зоны оккупации, и там начиналась денацификация именно таким образом, и в том числе Нюрнбергским трибуналом. А у нас у власти находятся преемники коммунистического режима. И вот в этом существенная разница. Но если вдруг у нас этот не оккупирует, а если этот режим будет сменен и к власти придет оппозиция, то к этому вопросу о десталинизации, я думаю, надо будет обязательно вернуться. Вопрос Никите Петрову. Какие вы там наиболее в этой публикации мемориала наиболее одиозные фигуры как бы разоблачены? Ну, дело-то идет не о разоблачении, дело идет о том, что представлено вообще огромный массив информации, порядка 40 тысяч имен тех, кто работал в системе государственной безопасности, начиная с 1935 по 1939 год. И это действительно полное практически собрание тех, кто получил специальные звания в этой системе госбезопасности. Конечно, о некоторых из них есть дополнительные сведения и довольно подробные сведения. Выдаются отсылки на уже те биографические справочники, которые ранее делал мемориал. Но о некоторых, особенно тех, кто имел мелкое звание, действительно не так уж много. Информация весьма лаконична. Всего лишь навсего присвоение звания и фамилии, имя, отчество, что тоже уже хорошо, потому что как идентификатор, как справочник при рассмотрении архивно-следственных дел, при изучении архивных документов и даже при чтении мемуаров, он уже дает возможность исследователю найти хоть какую-то дополнительную информацию о данном человеке. Поэтому это только начало работы, ведь то, что представлено на сайте мемориала, и, кстати, сегодня сайт был перегружен и, в общем-то, прекращал работу, работал с перебоями, но я думаю, что все наладится, когда ажиотаж немножко спадет. Так вот, это будет и дополняемая информация, потому что она будет дополняться теми, кто сам занят поисками, и теми, кто может добавить информацию о своих родственниках. Ведь многие из тех, кто ищет своих родственников, кто раньше работал в НКВД, ну, конечно, по этому поводу, может быть, как-то и рефлексирует, может быть, даже и переживает, но в конце концов, это уже давняя история. Меня удивила, кстати, реакция Кремля, что, дескать, это чувствительная информация. Ничего здесь чувствительного нет, прошло уже достаточно времени. Это исключительно уже может рассматриваться как некий раздел исторической и академической науки. А когда мы говорим, кстати, про денацификацию, то не нужно забывать опыт наших ближайших соседей, которые проводят декоммунизацию без всякой на то оккупации, как вы понимаете. Не нужна сторонняя оккупационная сила. Достаточно, чтобы государство четко декларировало, что мы теперь правовое государство, мы встали на линию верховенства закона, и мы действительно накажем всех тех, кто нарушал законность в прошлом. Потому что лукавство
даже последних лет Горбачевского периода было в том, что, ну, мол, законы такие были, поэтому что говорить. Но ведь даже при Горбачеве был принят указ Президиума Верховного Совета от января 1989 года, в котором говорилось, что двойки, тройки, внесудебные органы, которые были организованы при УГПУ, НКВД, МГБ или МВД, они антиконституционные. Значит, в принципе, нужно было сделать следующий шаг. Сказав А, сказать Б. Значит, и советская власть, которая попирала собственную конституцию, является преступной. И Сталин, который эти органы утверждал решениями на Политбюро, тоже преступник. Но, увы, это не сделано до сих пор, хотя не поздно сделать. И база данных, которые публикует «Мемориал», это всего лишь навсего, кстати, реализация положений федерального закона о реабилитации, где тоже сказано, что должны быть представлены общественности не только имена жертв, списки жертв, но и имена тех, кто нарушал законность. И так что в этом смысле мы делаем шаг к тому, чтобы в конце концов обеспечить вот базис для декоммунизации и вынесения юридической оценки советской репрессивной системе. Спасибо, Никита. Вопрос Лене Масюк. Как по-вашему, вот если нынешние палачи увидят этот скорбный перечень и позорный, это будет иметь для них какое-нибудь воспитательное значение, как выразился Александр, педагогическое? Нет, мне кажется, что нет. Знаете, очень большой разрыв поколений произошел. И тем более сейчас такая вседозволенность для силовиков, что называется, для них это, мне кажется, сейчас все пойдет мимо. Если бы это действительно все случилось вовремя, и тогда это да. Сейчас, мне кажется, для них это ничего не означает, к сожалению. Давайте, Саша, послушаем. Я думаю, что вот и Никита Петров, да и вы, Лена, здесь ошибаетесь немножко в том смысле, вот Никита сказал, что это на самом деле нечувствительная информация. А Песков говорит, что это очень чувствительная для них информация. Дело в том, что у вас совершенно разные подходы. Мы оцениваем это с точки зрения истории, с точки зрения торжества правды, справедливости, а они оценивают это с точки зрения защиты чести мундира. Такие люди, как Песков или Путин, они ощущают свою причастность к тем людям, к тем событиям и к тем структурам, которые сегодня «Мемориал» вытащил на белый свет. Поэтому для них эта информация как раз очень даже чувствительна. И именно в связи с этим, Никита прекрасно знает, архивисты встречают сопротивление при попытках добыть такие материалы из архивов. Казалось бы, да, давно прошло, там 50-70 лет прошло, уже и в живых-то, наверное, скорее всего, нету этих людей. А все равно для них это чувствительно, потому что эти люди, наследники прошлого, защищают честь своего мундира, честь своей фирмы. Как считаешь, будет иметь педагогическое значение для нынешних вертухаев вот эта публикация? Нет, ну я уже говорю, что будет, потому что эти люди все-таки, многие из этих людей не интересуются историей, и для них, как правильно сказал Александр, это честь мундиры, но с другой стороны они будут видеть, что эта якобы честь, она, если общество будет порицать этих палачей прошлых, то они будут понимать, что и в будущем их ждет та же участь. Не надо думать, что там среди нынешних сотрудников репрессивной системы, мягко выражаясь, сотрудников, нету тех людей, которые не задумываются. Даже тот, например, следователь, который был у меня, он понимал, что он ходатайствует перед судом о том, что посадить меня незаконно. Он мне сам говорил, что тебе не место в тюрьме. И, кстати, что интересно, у меня же даже наш Московский городской суд, после представления Верховного суда и тогда уполномоченного Лукина, отменил мне большую часть, больше 10 месяцев заключения под стражей, признал это незаконным. И что-то я не вижу, чтобы ни следователи, которые ходатайствовали, ни прокуратуры, прокуроры, которые поддерживали мой арест, ни судьи, которые выносили эти незаконные, с точки зрения даже российского суда, решения были привлечены к чему-то. Хотя даже по нашим законам, я думаю, их можно привлечь. И я считаю, что возможность привлечь тех людей, которые выносят такие незаконные решения, к ответственности, это важное дело, и
Например, я рад, что сейчас Алексей Навальный собирается привлекать судью, который вынес против него незаконный приговор, к уголовной ответственности. Никите Петрову вопрос. А вот, это понятно, что были процессы, конечно, кровавые. А вот хранятся же где-то, например, стенограммы комсомольских собраний, когда исключали из комсомола своего же товарища, он попадал на следующий день, поскольку был уже беспартийным, в комиссию по отчислению, попадал нередко в тюрьму. Вот это, следует ли этих людей тоже поименно назвать, как вы считаете, Никита? Я думаю, историки, они, конечно, всех могут назвать поименно, поднимут протоколы собраний, но это же какой огромный труд. Вы же прекрасно понимаете, что по всей стране сколько таких было и несправедливых, и облыжных, и, я бы сказал, политических обвинений. Конечно, исключение из комсомола влекло за собой автоматические исключения из института. Здесь мы видим, чьими руками и как это делалось. Но тут уже, как вы понимаете, исключение все-таки из общественной организации и максимум общественное порицание и укоры совести. Вот что мы можем предъявить данным ретивым комсомольцам. А вообще говоря, я согласен. Между прочим, вот то, что было упущено в годы перестройки и в годы начала, собственно говоря, политических реформ уже в России в 1991 году, это то, что нужно было привлекать судей, выносивших решения по статье 70, по статье 190, за так называемую антисоветскую деятельность, за неправосудные решения, потому что мы же знаем изъяны этих дел, мы же знаем, что по статье 70 никогда никто и не доказывал наличие умысла на подрыв советской власти, а статья это требует доказывать, и так далее, и так далее. Мы видим здесь массу нарушений, но, к сожалению, все было спущено на тормоза, и поэтому мне кажется, нужно политическое решение о том, что неприменим срок давности подобного рода восстановлению справедливости. И тогда, при наличии политической воли, действительно можно будет запустить процесс юридической оценки и юридических, я бы сказал, процедур, которые и высветят виновных, и назовут режим преступным. Но, знаете, это как-то все-таки мне представляется в нынешнем общественном сознании как-то проблематично. И вот тут прозвучало, что действительно для Пескова информация чувствительная. Но ведь если мы с вами опираемся на закон Российской Федерации об архивном деле, то вполне понятно, что все эти имена уже давно должны быть опубликованы. По прошествии 30 лет прекращается действие так называемой государственной тайны. После 75 лет уже не существует никакой личной тайны. Поэтому информация 30-х годов, она должна быть вообще полностью доступна. И считать ее чувствительной может лишь только человек с искаженным сознанием, чиновник с напуганной душой, который думает, что он еще служит каким-то там либо органам, либо государственным интересам, и поэтому должен им непременно охранять прошлое. Но как Твардовский сказал, кто прячет прошлое или ревниво, тот вряд ли с будущим в ладу. И вот наша правящая верхушка, она действительно не в ладу с будущим, она действительно не обеспечивает России будущего, а ее куда-то назад. Вот я еще хотел Николай, сказать про наших судей. Те судьи, которые выносят решение о заключении людей под стражу, я читал очень много таких решений, и ни в одном я не видел, чтобы это решение соответствовало нашему российскому закону, чтобы там они приводили достаточные основания для того, чтобы заключить человека под стражу. Я считаю, что здесь действительно необходима люстрация по отношению к судьям, хотя бы к той части судей, которая берет под стражу любых заключенных, не политических, не только политических, но и всех, а также секретарей судебного заседания, которые помогают, помощников судей, которые им в этом помогают. Нужна действительно широкомасштабная иллюстрация. Я думаю еще, что в будущем мы должны гордиться не той победой, которая была там в 1945 году. Это дела давно минувших дней, и наше государство сейчас ведет совершенно неправедные войны и в Украине, и в Сирии, и в других местах было замешано. Например, вспоминать о тех людях, которые подверглись репрессиям, или изучать в школах, например, дневник Анны Франк о том, как
происходили репрессии по отношению к евреям в нацистской Германии. Потому что действительно и режим нацистский, и режим сталинский, они, на мой взгляд, абсолютно равнозначны. И по сути их репрессии были ужасные, совершенно одинаково ужасны. Давайте Лене зададим вопрос. Лен, как по вашему наблюдению, вот, чувствуют ли нынешние судьи и тюремщики свою полную безнаказанность? Да, конечно, абсолютно чувствуют. Я еще хотела обратить внимание вот что на что. Ведь заключенные находятся в СИЗО по много месяцев. И следователи к ним приходят, например, раз в месяц или раз в 2 месяца, иногда раз в полгода приходят. Тем не менее, каждые 2 месяца, в среднем иногда, конечно, это случается реже, но тем не менее продлевают срок пребывания. Зачем человека держать в СИЗО, лишать его свободы, если не ведутся никакие следственные действия? Следователь не приходит просто. От этого перегруженные следственные изоляторы, от этого ухудшаются условия содержания, просто человека лишили свободы, то есть его фактически наказали еще до того, как вынесен приговор. И, конечно, это происходит от безнаказанности, потому что приходит следователь в суд, говорит о том, что нужно продлить срок содержания под стражей, и очень редко, когда судья отказывает в этом следователю. Конечно, это практика порочная, но это, опять-таки, я повторяю, это такой замкнутый круг, когда они друг друга поддерживают, они друг друга очень хорошо слышат и никогда не идут вопреки сложившейся системе. И поэтому продление сроков содержания под стражей, это практически всегда автоматически человек остается в СИЗО. Спасибо. Вывод один. Что прав тот сантехник, которого посадили за антисоветскую агитацию и пропаганду, да? Когда он сказал, что надо менять систему. Конечно, пока система не будет изменена, пока судебная власть не будет независимой, произвол будет продолжаться. И это не вопрос права, это вопрос политики сегодня. Никите зададим вопрос. Никита, а когда вот должно бы наступить окончание срока давности, вот, например, по делам 1937 года? Никита, здесь у нас? Ну, я за него отвечу, он уже наступил срок давности. В 2007, да? Ну, 75 лет. В 2012. Да, конечно. Вот. Нет, имеется в виду да. архивный срок давности. Да, архивный срок давности. А по делам о преступлениях там, конечно, сложнее. Нет, там срок давности меньше, ответственность уголовная. Но ведь речь даже не столько об уголовной ответственности, сколько об информировании общества, об общественной атмосфере, о том, как общество должно осознать свою историю, свой исторический опыт. Должны быть названы имена палачей, должны быть названы имена героев, и общество должно найти свое место в этом нравственном противостоянии, которое длилось все годы советской власти. Сегодняшнее общество, если оно будет тыкаться, как, знаете, как слепой котенок, то оно никогда не выйдет на какую-то более-менее ясную дорогу для своего будущего. Да, Никита, вам слово. Да-да. Есть две составляющие. Первая, значит, юридически-правовая, которая базируется на Уголовном кодексе. Сроки давности за те или иные деяния истекают по максимальному сроку возможного назначенного наказания за это. Соответственно, если человек в какой-то статье совершил деяние, и оно квалифицируется, и за него наказание положено 15 лет, то через 15 лет срок давности истекает. Для тех преступлений, по которым может быть назначена смертная казнь, срок давности применяется судом. То есть обязательно возбуждается дело, но, значит, уже суд решает, применять или не применять срок давности, и чаще всего применяет. А относительно информирования общества, здесь, простите меня, есть не только архивный закон об архивном деле в Российской Федерации, но еще и специальное указание на это и в законе о гостайне, и в указе президента Российской Федерации за 1992 год, где сказано, что непременно необходимо открыть все данные, все сведения, касающиеся и политических репрессий, и нарушения прав человека. То есть нет срока давности, а это должно быть сделано даже по отношению ко вчерашним событиям, если речь идет о нарушении прав человека и репрессиях. И то же самое в законе о гостайне. Не подлежат секречиванию сведений о нарушении прав человека.
Так что для безобразий, для исторических преступлений, значит, не есть какого-то срока сокрытия этой информации, а должна быть открыта, как только они становятся известны. И архивисты, и деятели госорганов совершают преступления против конституционных основ российской власти, если они скрывают такую информацию. Да, вот ведь ее скрывать тоже нельзя. Вот как здесь найти середину? То есть, с одной стороны, чтобы был закон исполнялся, а с другой стороны, чтобы... Да, ну вот я бы привел, опять же, тему про нацизм. Ханну Аренд, «Банальность зла». Вот я забыл, как зовут там главного героя, нацистского преступника. Он же, по сути, он не нарушал законов нацистской Германии, но его все равно судили. И да. Я считаю, что здесь должна быть аналогия, даже если они какие-то законы не нарушали, которые были при Сталине, или даже если прошли сроки давности, но если они повинны в преступлениях, нарушающих права человека, то здесь мы не должны говорить о сроках давности и все равно должны судить этих людей, которые повинны в этом терроре. Потому что сейчас у нас даже наша сегодняшняя российская диктатура становится все более жестче. У нас пока нет таких массовых репрессий, как при большом терроре, но репрессии есть точечные, и они применяются к оппозиции, к инакомыслящим с целью запугать все остальное гражданское общество. И, возможно, эти люди тоже не нарушают сегодняшних каких-то российских законов, хотя нарушают, конечно, но я думаю, что если у нас, допустим, вот по превышению должностных полномочий есть срок давности, то срок давности здесь течь не может, потому что сегодня режим российский, он преступен, он авторитарен, он не исполняет законов, и привлечь лиц, виновных в сегодняшних репрессиях, к уголовной ответственности сегодня почти невозможно. Поэтому к тем, кто совершает преступления против оппозиции, против гражданского общества сегодня, те, кто запугивают людей. Вот ко мне, кстати, недавно приходил центр домой для профилактической беседы. Это вот, пожалуйста, такое запугивание лайт. Вот к тем людям, которые так действуют, должны быть применены санкции уголовного характера в будущем без учета срока давности. Да, к сожалению, вот это трудно понять. Александр, как вы считаете, будет ли вот со временем автоматически пополняться вот этот список, который мемориал вот сейчас инициировал? Ну, я, во-первых, надеюсь, что мемориал приложит усилия для того, чтобы продлить этот список в наше время, так, поближе к нашему времени. Там не только до 1939 года, а там и до 1953, до 60-х, до 70-х. Вот, а оппозиция, может быть, общими стараниями вытащит на Божий свет именно тех, кто сегодня применяет закон необоснованно. Ну вот, например, в ежедневном журнале есть такая рубрика, там, «Позорный стол», по-моему, или «К позорному столбу». Они собирают фамилии людей, которые причастны к политическим репрессиям сегодняшнего дня. Это вот, так сказать, вот так вот пишем архив сегодня, архив для будущего. Ну, конечно, дело в том, что, понимаете, они не очень боятся. Я тут с Еленой Масюк совершенно согласен. Они не очень боятся. Вы знаете почему? Потому что они примеров не видели. Они знают, что их выгородят. Вот как их выгородили после крушения коммунизма, так же они надеются, что и сейчас их, что бы они ни делали, их потом выгородят. Поэтому, конечно, очень важно было бы создать некий прецедент. Но вот пока такие прецеденты создаются только, может быть, за рубежом, когда пытаются международные правовые органы каким-то образом уголовно-правовым или политическим наказать людей, причастных к политическим репрессиям. В частности, вот, например, пример с Магнитским. Да? Да, вот это пример наложения санкций на людей, которые причастны к этому делу. Это очень важно для того, чтобы они понимали, что, возможно, все-таки
когда-нибудь колесо фортуны повернется в другую сторону, и им придется нести ответственность. Никите вопрос. Вот говорят, что раньше были репрессии как-то идеологически подкреплены и оправданы, а сейчас просто кроме золотого тельца никаких святынь нету. Как вы считаете, вот это хуже характеризует нынешних следователей, или это уже за пределами морали вообще сама лежит дилемма? Нет, на самом деле какая-то определенная, я бы сказал, идеология как раз сформировалась. Это идеология охранительства, идеология, я бы сказал, ложно понятых государственных интересов. Я вот еще бы даже добавил такого, упрощенного, примитивного патриотизма по принципу «наш, не наш», значит, «за нас, не за нас». Она есть. Она не сформулирована как советская, в чеканных формулах, там, я не знаю, партийных съездов. Но она действительно существует, и здесь мотивация не только деньги. Ведь когда наши работники правоохранительных сфер прекрасно понимают, что конституционные нормы, те законы, которые они применяют, нарушают, они, тем не менее, думают, что они всегда спрячутся за то, что ведь же был такой закон. А на самом деле, конечно, виноваты и они, и Конституционный суд, который не дает должной юридической оценки всем этим новациям и идиотским законам, то о преследовании иностранных агентов, то об экстремизме. И можно толковать это самым широким образом. И здесь, конечно же, целый букет, я сказал бы, нарушений именно конституционного российского порядка. Наша Конституция все это запрещает. Но все это, тем не менее, живет и пышным цветом расцветает на просторах нашей страны. Поэтому здесь, я бы сказал, идеология как раз такая не сформулированная, но довольно прочная. Идеология, которая, например, запрещает сомневаться в чем-либо из пропагандируемых руководством славных страниц. Отсюда это обостренная, я бы сказал, попытка охранять вообще все, что связано с победой, 45-м годом, 9 мая. То есть вот это вот не трожь, говорит власть, и она здесь инстинктивно чувствует, что нужны вот эти опоры, эти вот точки опоры. Так что, в конце концов, нынешние репрессии и отвратительны, и своей мелочностью, и своей жесткостью, жестокостью. Но люди, которые сегодня это делают, они ответят. А между прочим, когда мы говорим о списках тех, кто нарушает законы, он же и в советское время велся. Была такая хроника текущих событий. Там же отмечались все случаи беззакония, не все, конечно, а те, которые были собраны авторами хроники, но тем не менее такой реестр велся. И я очень рад слышать сегодня, что и сейчас ведутся такие, я бы сказал, записи о том, кто, что и когда. Это, кстати говоря, будет очень важно для будущего. Да, давайте напомним хронику текущих событий. Не все помнят, Николай помоложе. Хроника текущих событий — это был не подцензурный самоиздатский бюллетень, который выходил с 1968 года по 1982, по-моему, или 1982 год. Вот. И он сначала выходил довольно часто, потом пореже, увеличивалось количество. Там собирались все случаи политических репрессий, которые становились известны диссидентам. И там были фамилии судей, там были фамилии следователей, лагерного начальства. И что? Началась перестройка, рухнула советская власть, рухнул коммунизм. Никто из них не пострадал. Хотя они все были, вот они перед глазами. Вот прокурор, который курировал, например, мое второе дело в Якутии, стал заместителем генерального прокурора России. Это уже в наши перестроечные демократические времена. И другие тоже сделали достаточно хорошие карьеры. Да что там вспомнить известного вам генерала Бабкова, который руководил 5-м управлением. Он хоть и не сделал карьеры большой в нынешнее время, но на пенсии, на генеральской вполне себе ничего живет, даже выступает время от времени на телевидении, на радио. Да, вот, а он организатор репрессий, между прочим. Так что таких людей хватает. Я, конечно, много слышал про ту хронику текущих событий, но и сейчас, как здесь уже говорилось, люди ведут ее. Есть, например, такой раздел в журнале New Times,
где... Да, есть там ГУЛАГу нет. Нет, раздел «Хроника текущих событий» в самом журнале. Мне было интересно вот читать эту хронику, в том числе и про себя, когда мне этот журнал приносили в СИЗО Бутырки. Или есть, по-моему, даже сейчас сайт тоже ведется с таким же названием «Хроника текущих событий», где документируется. Есть черные списки судей, прокуроров, следователей, которые причастны к этим действиям. Но, к сожалению, я думаю, что все эти ресурсы, они не учитывают всего того масштаба политических репрессий, которые происходят сейчас. И я думаю, что ни один из списков политзаключенных, которые сейчас существуют, также они не полны. И какой-то, скажем так, масштабной работы в этом направлении, да, люди пытаются, это очень хорошо, но чтобы это заниматься этим масштабно, я, к сожалению, этого сейчас не вижу. Было бы хорошо, если бы нашлись люди, которые бы использовали эту информацию, уже хотя бы ту, что собрано. Если была такая ситуация, когда ее можно использовать тогда, когда сменится режим. Как ее часто использовать, эту информацию? Ну да, но мы говорим сейчас про прошлое и про сегодняшнее. И вот та информация, которая была раньше собрана, она не использовалась. Но вы знаете, вы, конечно, я думаю, что вы со мной согласитесь, что сегодняшний режим, он вряд ли будет серьезно заниматься теми старыми репрессиями, признавать их и принимать какие-то действенные меры. И то, что они там иногда вот говорят о жертвах политических репрессий, наши чиновники тех старых, сегодня у них репрессий не существует, конечно, то это все лицемерие полнейшее. Конечно. И бывали случаи, вот когда там какие-нибудь губернаторы там, или чиновники выходили, там возлагали венки жертвам политических репрессий, а тут оппозиция устраивала пикет, а в память, не в память, а о тех, кто сейчас подвергается политическим репрессиям, кто сейчас сидит в тюрьмах, этих людей просто полиция хватала и отправляла за решетку по административным делам, а эти люди лицемерно продолжали возлагать свои венки. Ну да, не кто-то такой был Борис Немцов, которого за то, что забирали с митингов. И в конце концов, вы знаете, чем закончилось. Никита, как вы считаете, вот в чем ценность вообще подобных начинаний? Потому что некоторые считают, что нельзя там сводить счеты с прошлым, оно выстрелит в будущее. Вот, по-моему, это не относится к этому примеру. Вам слово. Ну, мне кажется, это своего рода такая демагогия. Счеты с будущим – это подмена понятий. Вопрос в том, что если мы прошлому не даем оценки, значит, мы вообще не знаем, как нам вообще строить будущее, для чего мы живем в государстве, которое хотим считать правовым. Если мы хотим жить в правовом демократическом государстве, оценку прошлому давать неизбежно и необходимо. Вот. А относительно того, будет ли при нынешней власти дана эта оценка, я согласен, действительно, не внушает никаких, я бы сказал, надежд на то, что нынешняя власть выстраивает некую новую идеологическую схему относительно советской истории. Но ведь то, что называется, то, что мы видим, мы когда жили в Советском Союзе в 1984 году, мы тоже не ожидали, что так быстро вдруг начнутся политические изменения. И здесь я тоже ни за что поручиться не могу, как знать. Да, тут дело в том, что я так думаю, что дело не в том, что власть не дает оценок прошлому, она их дает. Вопрос в том, какие это оценки. Она дает оценки такие, которые позволяют будущую Россию сделать похожей на ее прошлое. И вот сталинский режим и советский режим, я думаю, для них это во многом прообраз будущей России. Они такое ее видят. Нынешняя власть видит ее такой. Мы это видим совершенно по-другому. Поэтому мы просто даем разные оценки нашему прошлому. Мы даем оценки с точки зрения права, с точки зрения действительной истории, как это было. А они мифологизируют ее, они создают некий миф об истории, о том, что Сталин это был там замечательный менеджер, эффективный, или что у него что-то было плохо, но зато было ого-го, сколько было хорошего.
Вот. И этот миф они хотят продеть в будущее нашей страны. Так что нельзя сказать, что они совсем равнодушны к истории. К сожалению, они к ней не равнодушны. Да, но у них сейчас все-таки такая двухсмысленная. С одной стороны, они говорят, что да, эффективный менеджер, но с другой стороны, иногда формально осуждают эти репрессии. То есть пока у них есть вот даже не сомнение, а такая стеснительность некоторая. То есть они пока стеснительно так пропагандируют, они пока не совершили свой вот настоящий камин-аут, не вышли из шкафа и не сказали, да, мы за сталинскую Россию в будущем будет именно так. Пока не стесняются. Да, пока да. Никита, какие-нибудь там бросились вам в глаза, может быть, какие-то недоработки, что требует еще усовершенствования этот перечень? Вы имеете в виду вот тот, который выставил мемориал? Да, вот как раз этих палачей. Ну, безусловно, там еще достаточно много вещей, можно и уточнять, и добавлять. Это всего лишь навсего тот каркас, который будет обрастать еще дополнительными сведениями и уточнениями. Так что он ведь и будет выставлен в таком формате, что люди, которые занимаются историей, смогут его дополнять, смогут вносить дополнительные сведения. И, конечно, он будет расти как вглубь, то есть за счет дополнений, так и вширь, то есть за счет расширения постепенно хронологических рамок. А то, что касается оценок прошлого, вот здесь уже, ну, правильно говорят, да, у власти есть некоторые представления, но ведь здесь важно отметить то, что у власти нет внятного представления. Ведь все это не внять с одной стороны, с другой стороны. Просто сформировать правовое и неправовое власть пока не в состоянии. Вот на эту оценку она вообще не способна. Я думаю, она и не хочет этого делать. Это вполне сознательная позиция оставить общество в недоумении и посеять некоторые сомнения в том, что в чем на самом деле состоял сталинизм. Я не думаю, что они на самом деле они не дураки, они не глупые, они не совсем, они нельзя сказать, что они беспомощны в этом вопросе. Мне как раз представляется, что они ведут свою политику очень сознательно и совершенно определенно. Да, они не дают ясной правовой оценки, потому что им важно, чтобы наше общество не имело ясных правовых понятий ни в отношении прошлого, ни в отношении настоящего. Николай, как вы считаете, вот Россия таким роковым образом обречена так вот делить, собственно, водораздел на зэков и вохровцев? Ну, к сожалению, исходя из сегодняшних тенденций, это видно, да, но с другой стороны, Россия – это империя, а империи, они обречены на развал, и я боюсь, что с такой безграмотной, в том числе и экономической, и политикой, и геополитическими авантюрами, которые ведет наша сегодняшняя власть, Россия может скоро просто перестать существовать. Может, да, это я не исключаю. Но пока, вот я считаю, что этой публикацией как раз делают правозащитники вот, ей инъекцию, чтобы она очистилась от скверны и просуществовала уже как нормальная страна подольше. Согласны, Александр? Я абсолютно согласен. Да, это очень важное дело. И, по крайней мере, уже потому, что оно заставляет людей задуматься, зайти на этот сайт и поговорить на эти проблемы. Спасибо большое вам всем за участие в прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Дмитрий Налитов.